Вы же с ТикТока, вы же с ТикТока. Если я бы отошел к вашей девушке, я у нее разрешение на видео взял. Не надо потом со мной разбираться. Определенные люди выдерживают это, определенные нет, на этом и держится контент. То есть это вообще никак не прибыльно, это просто для души. Как ты вообще решил стать тиктокером? Я не тиктокер, я же сказал. Без монтажа! Пожалуйста! Тиктокеры это те, которые снимают танцы и снимают липсинг. Вы знаете, да, что такое липсинг? Нет, объясни. Это ставят музыку и просто открывают свой рот под музыку. Мгм. Вот эти называют тиктокерами. А я не тиктокер, я просто снимаю вайны в Инстаграм и также закидываю в ТикТок. И все. Нечаянно так получилось. Я обсирал всех тиктокеров. I've got the horses in the back, horse that is attached, hat is matted black, got the boots. Закидывал в ТикТок, типа, смотрите, я тыкаю на кнопку, я в рекомендациях, а потом сестра говорит, давай опросники снимать. И как-то вот так вот получилось. Я к этому пришел не сразу, вплоть до сегодняшнего дня я до сих пор хейчу ТикТок. Не подскажете, где ближайший банк грабануть можно? Но все началось с того, что мы с ребятами часто угорали над друг другом, и один из моих друзей предложил, типа, давай ты зальешь видос в ТикТок. Я такой, ну ладно, дай-ка залью. Залил первый свой видос, он за первый день набрал 140 тысяч. Я такой, типа, как, что? Потом вот ближайшие 3 недели я заливал, все шло, там 30-40 тысяч, и потом первый взрыв, 1,5 миллиона, я такой, все, я буду заливать видосики. Как-то так. Мгм. Получается, уже на протяжении какого времени ты занимаешься? Октябрь 18 будет год. Мгм. Первый видос был залит 18 октября. Первое твое видео, о чем оно? Это было в лифте. Направо. Подходит женщина, я говорю, вы направо? Она такая, нет. Я такой, мы направо. Мне наверх, и дверь закрывается, и мы уезжаем. Получилось это совершенно спонтанно. Получается, к моменту, когда я вообще скачала TikTok, существовал еще Musical.ly. То есть это были абсолютно две разные платформы, но просто я была тогда заядлой кей-попершей, и на ТикТоке было очень много азиатов, поэтому я скачала ТикТок и начала просматривать там корейцев, китайцев, японцев, кто там был вообще. И такой вот контент меня привлекал. Потом я забросила, и вот где-то через год-полтора я узнала, что, оказывается, ТикТок смешался вместе с Musical.ly, и я тогда была, если честно, очень удивлена. И после чего я скачала ТикТок и начала снимать, ну что-то вот, знаете, не сразу, я вот раз в несколько месяцев могла закинуть видео, и поэтому вот первые полгода у меня был такой застой. В общем, все началось с того, что я просто скачал ТикТок и перекинул оттуда свои социальные ролики, эксперименты, и это реально людям зашло. И после этого я думаю, не снимать ли мне уже Тама ТикТок? Вот, в общем, вот так все произошло. Мгм. Получается, ты уже на этой платформе сколько? Уже это с прошлого года вроде бы, да, уже год. Год ты снимаешь ТикТок. Да, год уже снимаю. Получается, в ТикТоке там по ограничению только минута же, самое большое. Да, по ограничению минута. И ты успеваешь целую, получается, социальную историю рассказать за 1 минуту. Ну, не только за минуту, вообще получается за 40-50 секунд. 40-50 секунд. Этого хватает. Этого хватает. Начиная с декабря прошлого года. Первый твой ТикТок какой был? Первый ТикТок, ну, по-моему, это было типа кто-то по национальности. И там были разные флаги. Я типа все флаги удалил, я оставил кыргызский, вот. Я учила мотивацию от Дины Саевой. Может, знаете ее, нет? Да. Узбечка, вот. Она меня смотивировала на это. Понравились ее видео и захотела также повторить за ней. Твое первое видео в ТикТоке? Да, но раньше был мюзикл. Я там начала снимать. А первое видео в ТикТоке, оно было про что? Тоже кривляние обычно под музыку. Пела? Нет. Танцевала? Да, типа танцевала. Понятно. Получается, ты сперва зарегистрировалась в Инстаграме, Да, а потом мюзикл и ТикТок. да. Расскажи вообще, как проходит твой день? Я парикмахер, встаю в 8 или в 9 часов на работе, потом вечером прихожу, если желание есть, то снимаю. Мгм.
где-то в 8 или в 9 прихожу. Если есть желание, то снимаю. Или освобождаюсь, снимаю. Получается, такого специального алгоритма у тебя нету, то, что Нет. вот я именно в этот... Нет, когда хочу, тогда снимаю. Это от желания зависит. Я встаю, не буду обманывать, в обед, а потом умываюсь, кушаю и выхожу на улицу. Гуляем с друзьями целый день, а на съемки уделяем где-то 2-3 часа. Вот. Мгм. Ну, это в общем, там нас много. А если один, то я снимаю очень быстро. Я могу даже дома снять. У каждого тиктокера свое, то есть, допустим, кто-то просыпается с утра, пишет у кольцо лампы, видео, танцует, поет, вайны снимает. У меня же, я просыпаюсь в 2 часа дня, у меня очень странный режим сна. Я просыпаюсь в 2 часа дня, в 3 уже вижу с ребятами, мы снимаем там до 6, до заката. Дальше я иду на работу, я работаю, не могу сказать где. Дальше на работе и ложусь спать где-то в 5-6 утра, и так в среднем так и живу. Нет, я, допустим, ну, в первую очередь, да, хотя, в принципе, кого я обманываю, в первую очередь я смотрю в телефон с пробуждением. Я не снимаю, ну, как бы ничего обязательно, да, просто если у меня день свободный, я, допустим, могу лежать там некоторое время, потом пойти покушать, там, прибраться чуть-чуть, потом обратно сесть в телефон. Ну, у меня не приходит такое в мысль, чтобы я прям сразу сняла с пробуждением и тому подобное. Это скорее просто спонтанно происходит по настроению. Раньше я могла так делать. Раньше я могла встать и прям намеренно снимать видео, пока просто не устану. Ну, потому что, я не знаю, раньше я в день по 3-4 видео минимум выкладывала. Ну, а сейчас это скорее больше по настроению. Как у нормальных людей происходит день, и в один день я просто, звоню ребятам, говорю, есть идея у кого-то что-то надо снять? Они такие, да, есть, вот тогда встречаемся в такое-то время, в таком месте, и все. Это происходит спонтанно. Ну, день у меня, как и у всех людей, наверное, я встаю в 7:30, потом еду на работу. На работе нахожусь с 8:30 до 5:30. Вот, ну, там в промежутках кушаю, там еще всякие вкусняшки. Вот, потом выхожу в 6, и примерно у меня к этому времени уже накапливаются идеи. Созваниваюсь с друзьями, мы снимаем видео, после этого обрабатываю и обычно еду домой. А на выходных уже другая тема, да. Так же, как у обычных людей, просыпаюсь до 10 где-то, в душ хожу, зарядку делаю, потом что-то пытаюсь сторис какие-то снять, чтобы людям было интересно, чтобы они не забывали про меня, и все. Обычно я дома нахожусь, только особо никуда не выхожу. Твой контент, он на чем? Мой контент держится на шутках над людьми, разный такой юмор, нетрадиционный, иногда он экспериментальный. Я могу подойти к человеку и пошутить очень даже жестко. Определенные люди выдерживают это, определенные нет, на этом и держится контент. Они про учительницу, у меня про школу тема. Типа, учительница мне что-то говорит, и я ей в ответ, типа, ответ крутой. И это всем нравится ученикам. Они тоже так хотят ответить, но не могут. У меня вопросы, странные вопросы. Получается, ты как их задаешь аудитории. Это не схоже с Идеманом? Нет. Я со Сидомана не смотрю. Его не смотришь? Нет. Кто это? Социальные ролики, это касается проблемы общества, душевные видео и вообще про дружбу, про любовь. Ну, иногда в голове возникают всякие бредовые идеи, которые я хочу снять. Иногда тоже пользуюсь идеями других людей, но меняю их под себя, вот. Не буду это скрывать. Все мы так делаем. Плагиат. Да. Ну, не плагиат, там, более в свой стиль просто вводишь это и получается. Я видела твои некоторые тиктоки, где ты, получается, китайские слова переводил на русские маты. Угу. Кстати, очень классный жанр. Это, Спасибо, твой спасибо. чисто свой, да, контент? Это тоже не мой контент. Я просто первый выпуск мне выслал друг вообще. Он знал то, что я говорю на китайском. И я подумал, почему бы не снять, но уже со своими словами. Вот. И так и появилась эта тема. В ТикТоке, получается, сколько у тебя подписчиков? 600 тысяч. 600 тысяч. Да. А лайков? 12,5 миллионов. 45. А лайков? 900 или 890, что такое? Я не смотрел. Тысяч. Да. В Инстаграме 10 тысяч, А в ТикТоке? 250 тысяч, А лайков? почти 9 миллионов. 9 миллионов. 160 тысяч. Популярное видео у тебя на ТикТоке какое? Самое популярное видео у меня на ТикТоке набрало 3,7 миллионов, по-моему, просмотров.
и на нем около 800-900 тысяч лайков. Вот. 10-15 миллионов. 10-15 миллионов. Да, так сказать. Ну, около 5000 где-то, да. 5000. А самое такое просматриваемое сколько? Самое просматриваемое видео было 200 с чем-то просмотров, 200 тысяч, да, с лишним. Реклама. Реклама. У меня пару раз было. Билайну делал один раз, это в начале, когда у меня еще 100 тысяч было за 1000 сомов. И недавно еще делал, когда 500 тысяч было за 1500. За 1500 сомов. Даже не долларов. Нет, А почему так мало? не знаю, потому что, может, первая реклама, может, я не знаю, находить, не знаю. У тебя нет никакого менеджера, ты сам... Нет, да, все сам смотрю, все сам читаю. Зачем? Рано еще, у меня всего лишь 600 тысяч в ТикТоке, а в Инстаграме 80 тысяч. Реклама сейчас в ТикТоке стоит 1000 сомов у меня, но у меня мало ее очень. Буквально 2-3 рекламы было. То есть это вообще никак не прибыльно, это просто для души, да? В будущем, я думаю, что в ближайший год можно оттуда уже хорошо зарабатывать, если его не заблокируют. Реклама интегрируется в ТикТоке от 3000 до 5 в неделю один раз в среднем. Это может быть реклама различных реферальных Алиэкспресс, заканчиваю там шмоток, Мгм. как-то так. А реклама в ТикТоке, получается, она... Реклама в ТикТоке идет, заработок в ТикТоке идет несколькими способами. Первое, это ты сидишь в эфирах, ты общаешься с аудиторией, кому интересно, они дарят тебе монеты, если так кратко описать. Эти монеты потом можно вывести деньги. Это первый способ. Второй способ — это заработок, то есть на рекламе. Ты рекламируешь либо через ссылки, либо указыванием профиля. У меня реклама идет также разных личностей, очень оригинальной рекламой, или же, да, через ссылку, Алиэкспресс и так далее. Реклама в среднем набирает от 200 тысяч просмотров. В ТикТоке я интеграции стараюсь не делать. В ТикТоке я стараюсь интеграции не делать, потому что ТикТок, вот, если продвигает видео какие-то, то они должны быть ужасно нативные. А нативную рекламу делать чуть сложнее, если честно. Вот, то есть, как сказать, нельзя вообще делать ТикТоке рекламу, потому что ТикТок просто его алгоритмы это чистят и просто вот как бы понижают рейтинги видео и тупо не заходят в рекомендации. И поэтому, если делать рекламу, то это нужно делать максимально нативно. И просто я не особо любитель как бы делать в ТикТоке, потому что никогда не знаешь, сколько просмотров. Это видео может набрать 10 тысяч гарантированно. А может вообще как бы ничего не набрать или наоборот набрать слишком много и тому подобное. Вот. Рекламу мне, вот вообще про рекламу мне приходит в Инстаграм, типа люди пишут то, что можно ли вообще сделать рекламу в ТикТоке каким-то образом, но я вообще никак не могу это сделать, потому что мне реально это касается социальных экспериментов и то есть роликов, и это реально это очень трудно, поэтому я редко делаю. Реклама, поступали предложения, но мы не договорились по цене. Вот, но поступало, да. За сколько бы ты продал рекламу? За сколько рекламу в ТикТоке? Об этом я не думал, если честно. Вот. 1000 сом, 500 сом. Нет, 1000 сом, конечно, нет. Чуть подороже, да. Подороже. Да, давай сейчас не буду говорить об этом. Я просто сейчас прайс составляю, там, типа, вот, короткая реклама, там, фотография, сторис, вот. И потом уже. Ну, получается, ты зарабатываешь через Инстаграм, и тебе этого хватает? Да, вполне хватает. В среднем сколько? Ну, если так грубо говоря, то где-то 50-60 точно выходит, не меньше. Ты считаешь себя популярным? Нет. Тебя не узнавали уже в кафе? Узнают, каждый день узнают. Минимум по 10 человек узнают в день. Угу. А вот по бартеру там тебе легко это удается? Покушать где-то? Мне стыдно. Ты не пользуешься такими Нет, вещами? стыдно. Популярной, да, но не звездой. Ну, то есть меня могут узнавать люди, но я себя звездой не чувствую. Потому что звезда — это тот человек, который несет какую-то пользу народу, тот, который помогает, и вот. А я себя такой еще пока что не чувствую. Я съездил в Москву, сделал контент там, делаю в Бишкеке контент, но у каждого свои рамки популярности, поэтому я не знаю, я не считаю себя популярным.
Нет, честно, я не могу назвать себя популярной. Вот я терпеть не могу, когда меня называют звездой, когда говорят, какая ты популярная, господи, ты же популярная. Это меня раздражает, честное слово, потому что я себя не только вот как бы такой не считаю. Я вот думаю, что у меня есть некая медийность, да, вот в своих кругах, ну и на этом все. Тебя на улице узнают в кафе? Да, очень часто. Как себя чувствует узнаваемой? Неловко. Неловко, потому что я в такие моменты могу есть или не самым лучшим образом выглядеть, как вчера я, допустим, в комок зашла и спрашиваю, а, извините, у вас чипсы почем? На меня посмотрели две девочки, и они такие, стоп, ты же с ТикТока, да? Они, вы же с ТикТока, вы же с ТикТока. Я такая, да. Ну, то есть это не совсем удобно, не всегда. Вот. Только друзья. В принципе, я к этому не стремлюсь, как просто снимаю, вот. Ну, кто узнает, тот узнает, как бы. Как ты относишься к хейту? У меня мало, очень мало хейтеров, потому что я просто тупо блокаю, если говорю. Я вот в месяц один раз захожу в прямой эфир, и там все они собираются, нахожу всех и всех блокаю. Вот. Многие говорят, типа, вот, хейтеры, они актив приносят, типа, полезно, а мне не надо, я сразу блокаю, зачем? Не люблю хейт. Но у меня очень мало, у меня контент не такой, чтобы хейтили, понимаете? Были несколько моментов было, как чуть не подрались, потому что к чьей-то девушке подошел, нецензурный вопрос задал, этому парню не понравилось. Ребят, в какую камеру надо смотреть и обратиться Вот к эту. аудитории? Ребят, вопрос к парням. Если я подошел к вашей девушке, я у нее разрешение на видео взял, не надо потом со мной разбираться. То есть часто конфликты выходят? Часто. Ну, смотри, как это происходит? Я такая сижу, ты ко мне подходишь, у меня просишь разрешения, задаешь мне какие-то вопросы, Да. и в этот момент, типа, ниоткуда залетает мой парень, что ли? Нет, потом я видео в ТикТок уже закидываю, Ага. оно набирает просмотры, а там, поскольку вопросы у меня странные, то парню может не понравиться. И Какой-нибудь один из них задай мне. чем отличается порядочная девушка от потаскухи? С нами был Ну вот. Действительно большой, но и просмотры тоже зашкаливают. Ну, людям интересен такой контент. Это не танцы, это не вайны. Я не могу сказать, это пранки, но это что-то как пранки. Люди, у которых есть хорошая самоирония, они относятся к этому нормально. В последнее время довольно-таки часто. Я не знаю, то есть меня это абсолютно не задевает. Я человек с довольно-таки толстенной кожей. Меня это скорее злит, чем задевает. То есть вот меня злит то, что человек готов потратить свое драгоценное время на то, чтобы как-то насолить, чтобы как-то обидеть человека. То есть вот он реально готов потратить свое время на это, свою энергию на это. И он реально готов... Знаете, вот хейтеры — это люди, которые не только нас ненавидят, но они нас и любят, потому что они как раз-таки торчат часами на нашей странице, они, так сказать, ищут вот такие вот моменты, за которые можно зацепиться. Недавно зацепился вот за мой вес, писал мне: ты толстая, ты жирная, ты корова. Я же прекрасно понимаю, что это не так. Но просто человеку хочется меня каким-то образом задеть. И это не просто хейтер, этот хейтер любит меня, потому что он часами готов торчать на моей странице и писать мне эти мерзкие слова. Вот, и я это осознаю, и поэтому абсолютно нормально к этому отношусь. Это как было про Варламова, мне писали: готов вопросы, деточка. Серьезно? Хейт, если честно, у меня не особо таких хейтов, потому что вообще мой контент — социальные ролики, и люди часто как бы видят себя в этих роликах, и поэтому у них нет хейта. Вот так. Никогда тебя не писали в Инстаграм: я тебя найду, ты меня снял, или удали мое видео. Не было такого. Не было такого. Вообще. Самое главное — это не обращай внимания на хейт, серьезно. Сегодня они есть, завтра их нету, и не стоит задумываться и над каждым комментарием думать, типа, правда ли я такая или сякая. Ну, делай то, что хочется. Например, если есть желание, мне кажется, любой человек сможет стать популярным. Какие девушки тебе нравятся? Худые Мгм. и... Я в пролете. А вот эта популярная девочка, которая головой так кивала, Да. она тебе нравится? Ну, прикольная, да. Значит, такой типаж девушек тебе нравится. Да нет, мне худые нравятся. Худые. И все. Типа, Точно ладно, лицо пофигу, а вот главное, Не, чтобы у нее конечно. ноги худые. Нет, многие же говорят, типа,
лицо не самое главное душа. Я не согласен, потому что если девушка, грубо говоря, некрасивая, но душа у нее чистая, то ты все равно ее не выберешь. А если она красивая, но изнутри дьявол, то все равно не выберешь. Так что 50 на 50. То есть девушки у тебя нет? А, Потому что на девушку надо тратить. Не, на девушку у меня всегда есть деньги. Это же девушка. К сожалению, девушки нет. В поисках той самой. Может, когда-нибудь найду ее. Мне непопулярные парни нравятся, у которых по 300-400 подписчиков. Все, мне простые нравятся, очень скромные такие. И я не люблю, когда за меня платят. Я люблю, можно сказать, что альфонсов. Главное, чтобы меня любил, и все. Остальное все я могу дать ему. Вот. Какая ты сильная, независимая. В девушках смотрю уже, как они себя ведут в реальной жизни, то есть на человеческие качества. Типа, неважно, будет она там красивая, там супер-пушка, но если внутри она там будет, типа, ну, мелким человеком, то мне это не будет интересно. ТикТок, он помогает тебе как-то самовыражаться? Абсолютно верно. То есть вот с появлением ТикТока довольно-таки многие люди стали смотреть по-другому на вещи. То есть вот те же самые парни стали более толерантными, я сказала бы, да, вот, потому что там реально поднимаются часто темы такие, в которых просто приходит осознание того, что мы что-то делаем не так. ТикТок определенно поднимает темы, на которые стоит думать. И я рада, что многие парни, как бы, которые зависают в этой, ну не только парни, девушки тоже, но в плане я именно делаю акцент на парнях не потому, что парни плохие, а потому что просто мне кажется, что в этом ничего такого нет. Ну, то есть, короче, господи, что я несу, ладно, сейчас, подождите. Я делаю акцент на парнях не потому, что парни плохие, а я делаю акцент на парнях, потому что так вышло. Ну, на девушках тоже нужно, конечно, делать акцент, но просто парни как раз-таки тот социум, который чаще всего радикальнее относится к чему-либо. Ну, большинство, можно сказать, что да, чем нет. Да. Как он тебе помогает самовыражаться? Ну, там очень много полезной информации можно найти. Там есть про психологию, там, например, какие тебе нравятся видео, ты их лайкаешь, и уже через неделю, получается, тебе в рекомендации только выходят такие же ролики, которые тебе нравятся. Всё. Ну, там, получается, под тебя уже это TikTok настраивается. Он очень помогает, потому что если я не реализую все вот эти бредовые идеи, то они застревают в голове и создают неудобства. Вот, поэтому, поэтому лучше это все выразить. Расскажи, что это за пандочка с тобой сегодня? Эту пандочку я украла. Случайно. Я, получается, в Фрунзе зашла, купила продукты, я его увидела, такая, думаю, ладно, куплю. Потом смотрю, что он 418 сомов стоит. Я подошла к кассе, и там подписчики ко мне подошли сфоткаться. Я с ними сфоткалась, потом прошла кассу, игрушку забыла оставить на кассе. Я такая вышла домой, позашла уже, смотрю чек, и он не оплачен. Я такая, блин, я украла. Вот. Ну, надеюсь, Фрунзе простят. Да, я им рекламу сделала. Ну, это круто. Кстати, по бартеру. Часто ли пользуешься ты бартером? Да, чаще, чем я продаю рекламу. Я женские вещи люблю брать. Не знаю, почему у меня полный шкаф вещей, я все равно беру, мне не хватает. Каждый раз что-то новое нужно взять. Ну и потом в итоге все равно не одеваю, не знаю почему. Девочки же. Девочки, да, это точно. Ладно, мне было очень с тобой приятно пообщаться. Спасибо большое. Давай, спасибо. Спасибо. Тебе спасибо. Желаю тебе продвижения. Пранкеры.